Фокина Евгения, я менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Motorola, это американское представительство здесь, в России. Мы производим оборудование для считывания штрих-кодов, и со мной есть такой сканер, разработанный специально для медицинских учреждений, для считывания штрих-кодов, кодов Data Matrix в том числе. Он сделан из специального пластика, который позволяет проходить такому оборудованию антисептическую медицинскую обработку в учреждениях. Здравоохранение – это дело, основанное на доверии. Доверие основывается на впечатлениях клиентов, пациентов. Но впечатления пациентов уже больше не складываются только от предоставленного сервиса. Эти впечатления можно трансформировать и менять. Итак, трансформируем впечатления пациентов за счет улучшения заботы о пациенте, увеличения оперативности работы, оптимизации информационных процессов. Забота о пациенте, оперативность, оптимизация IT-процессов. Забота о пациентах за счет безошибочного доступа к информации о пациенте в режиме реального времени для принятия верных решений. Таким образом, защищаем 1,5 миллиона пациентов, страдающих от врачебных ошибок. Оперативность за счет беспроводных технологий, объединяющих всех работников больницы и инструментов, соединенных с оборудованием, что позволяет быть готовым к чрезвычайным обстоятельствам. Таким образом, снижаем затраты на $73 миллиарда ежегодно. Оптимизируем IT-процессы за счет обеспечения простой сетью с возможностью легкого развертывания приложений. Новые медицинские технологии увеличивают затраты предприятий на 40–50% в год, но управление ими – самый важный фактор для сокращения этих затрат. Motorola, начните трансформацию. Институт медицины США еще 10 лет назад опубликовал исследование причин смертности граждан. И такая статистика удручает. В автомобильных происшествиях за год погибают 43 тысячи человек. От болезней неизлечимых, таких как СПИД, погибает порядка 16 тысяч человек. И на первом месте такого антирейтинга, к сожалению, стоит смертность от врачебных ошибок, которая достигает порядка 98 тысяч пациентов. IT-компании осознали эти печальные факты и приложили усилия по созданию решений, чтобы улучшить качество здравоохранения не только на бумаге, но и на деле. В России до недавнего времени о таких технологиях, стоящих на страже защиты от медицинских ошибок, знали мало, в то время как в Европе и за границей уже вовсю внедрялись те или иные методы и проекты в этой области. Тем не менее, в ногу с такими технологиями начинают идти и отечественные медики. В этом стараемся помогать им мы, как я уже сказала, представительство американской компании Motorola Solutions. В целях минимизации врачебных ошибок мы предлагаем две базовые технологии. Это технология штрих-кодирования, линейного штрих-кодирования, Data Matrix кодирования, радиочастотные метки RFID и беспроводные технологии передачи голоса и данных с помощью мобильных компьютеров. Основная сложность внедрения современных технологий автоидентификации в российской медицине – это не совсем понимание смысла такого внедрения по причину отсутствия официальной статистики смертности от врачебных ошибок. В своем роде пионерами стал Всероссийский центр экстренной радиационной медицины имени Никифорова МЧС России. Уже в 2001 году, почти 10 лет назад, они задумались о том, как контролировать процесс диагностики и лечения на гарантированно безошибочном уровне. И тогда же в центре заработала медицинская информационная система, которая позволяла свести к минимуму ошибки до аналитического этапа по приходу пациента в больницу. На помощь пришла автоидентификация проб с помощью на тот момент линейных штрих-кодов. Однако технологии идут дальше, и их место занимают штрих-коды Data Matrix. Это типичный представитель 2D-баркодов, позволяющий закодировать до 3 килобайт информации. У данного способа кодирования есть ряд преимуществ, такие как Data Matrix содержит информацию для восстановления в самом коде, и
даже при частичном повреждении кода такая информация сохраняется. Также Data Matrix отлично подходит для штрих-кодирования мелких объектов, таких как лекарственные средства или пробирки. Такой код с легкостью читают вот такие сканеры-имиджеры. В случае практически полного повреждения и удаления такого Data Matrix кода все же возможно сохранить до 30% полезной информации. И также такой код очень легко наносить, его формируют многие программы, и он может быть нанесен струйной печатью, гравировкой, лазером, электролитическими способами. Если возвращаться к Центру экстренной радиационной медицины имени Никифорова, то тогда же была внедрена такая система, что сведения о пациенте и лабораторных тестах вместе забора крови отражались и печатались на талоне. С этим талоном пациент приходил в процедурный кабинет. Количество пробирок автоматически система рассчитывала. Процедурная сестра наклеивала на талон и на пробирку этикетку с одинаковым штрих-кодом. И, соответственно, сестра подходила с талончиком к месту своему, с компьютером оборудованным. Каждое такое место было оборудовано сканером штрих-кода. Необходимо было поднести сканер к такому талону, нажать кнопку, сведения считываются, автоматически попадают в систему, в базу данных медицинского учреждения, и, соответственно, отметка о выполнении анализа, процедуры, чего угодно была сделана. Ну, дальше, как говорится, больше. На всех медицинских документах регистрационный номер пациента представлен был и в цифровом виде, и в виде штрих-кода. Сканеры есть везде, соответственно, пациент, пришедший повторно на прием, уже сразу же отражалась информация по его талону о том, кому он ходил, какие анализы сдавал, и, соответственно, на приеме врача открывалась медицинская карта пациента. Таким образом обеспечивается стопроцентная гарантия идентификации пациента, и что сделанные врачом назначения будут применяться именно к этому пациенту, и, соответственно, сокращаем ошибки по назначению лекарств для конкретного пациента. Конечно, не только все сводится и штрих-кодом. Сложно также переоценить метод, который осуществляет контроль времени за приемом лекарственных средств в лечебном учреждении, в стационаре в том числе. Тогда в таких ситуациях использовались мобильные компьютеры, соединенные с беспроводной сетью. Опять также приходили уведомления на мобильные компьютеры о том, что данному пациенту определенному необходимо принимать лекарственное средство в определенное время. И, соответственно, можно было такой процесс проконтролировать. Еще одной сложностью в модернизации информационных процессов в здравоохранении в России является то, что, например, американская медицина является в основном коммерческой. В России же учреждения в основном государственные, и в США все решения о затратах принимаются самими организациями, и у нас определяется все на государственном уровне. Естественно, масштаб, присущий российской системе здравоохранения, также затрудняет принятие решений о использовании мобильных систем. Поэтому на данном этапе проблема, которую мы видим перед собой сейчас, это информирование лиц, формирующих стратегию развития медицины в России, о возможности внедрения новых технологий. Мы уже достаточно давно, наша компания работает с медучреждениями, мы накопили большой опыт в реализации таких информационных решений и надеемся, что дальше Россия будет делать свои шаги в направлении интеграции мобильных решений в медицинской сфере. Ну, наша цель – помочь в этом. И небольшая статистика, наши данные моторольские, медицинских учреждениях, где были внедрены такие современные технологии, это зарубежный опыт. Но там, где были внедрены сканеры, и беспроводные сети, система штрих-кодирования, в таких учреждениях количество ошибок снизилось на 55% с помощью штрих-кодирования.
ошибки, связанные с назначениями по уходу и лечениям, уменьшились на 38%. Введение медицинских записей в электронном и безбумажном виде, такие ошибки уменьшились на 12%. И все, что касается сбора анализов, ошибки уменьшились на 10%. То есть по всему видно, что мы можем помочь в уменьшении статистики такой грустной смертности от врачебных ошибок. Спасибо за внимание.